Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Эпидобстановка в республике сохраняет тенденцию к уменьшению числа заболевших ковидом. Озвучим последние данные. Оформить подписку на газеты и журналы с хорошей скидкой. Декада зимней подписки стартовала в отделениях Почты России. Современные подходы для Южной Якутии. Сотрудники учреждений культуры Алдана и Москвы обменялись опытом. Текущая эпидобстановка в республике сохраняет тенденцию к уменьшению новых случаев заболевания ковидом. Согласно данным Роспотребнадзора, 251 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки в Якутии, в том числе 53 ребенка. В стационарах проходит лечение 1300 человек, средней тяжести в тяжелом состоянии 105, в реанимации находится 17 крайне тяжелых больных. Напряженная ситуация в Мирнинском районе, 31 заболевший, в Алекминском и Мегино-Кангаласском районах 19 и 20 случаев соответственно. Сложная обстановка наблюдается и в Хангаласском Улусе, там 14 заболевших. Между тем продолжается вакцинация как от коронавируса, так и против гриппа. Первую вакцину получили 68% взрослого населения республики. Это почти 409 тысяч человек. А чтобы вовремя выявлять заболевших ковидом учеников, предложили создать единый алгоритм, которым станут руководствоваться в региональных школах. Такую идею озвучила зампред Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. В последние месяцы доля детей и подростков, заразившихся коронавирусом, существенно выросла. К тому же конкретно про COVID-19 в санпинах не говорится. Кроме того, родители не всегда обязаны предоставлять справки о здоровье детей, пропускавших школу несколько дней. Депутат предложил разработать единый алгоритм для выявления заболевших детей и рекомендовать надзорным органам своевременно проверять сообщения, в том числе в соцсетях, о нарушениях, связанных с распространением COVID-19 в школах. Прокуратура выявила порядка 150 неисполненных заявок на вылов собак в Якутске. Отмечается, что только в этом году прокурорами выявлено более 300 нарушений. В целях их устранения принято порядка 200 актов прокурорского реагирования. Так, в результате вмешательства прокуратуры Якутии за 2 года на реализацию полномочий по содержанию безнадзорных животных из бюджета республики выделено свыше 43 миллионов рублей. В результате приняты меры, созданы приюты для животных в 7 районах республики, в 10 организованы работы по их созданию. За неделю в Якутске отловлено 112 безнадзорных собак. Напомню, для усиления работы в помощь пункту передержки дополнительно выделены 2 автомашины. Между тем, рост поголовья лошадей отмечают в республике. По сравнению с прошлым годом поголовье лошадей в Якутии увеличилось на 9,5 тысяч, говорится в сообщении. Также выросло и поголовье крупного рогатого скота. Ранее для поддержки сельхозтоваропроизводителей были определены субсидии организованным хозяйствам и частным фермерам на поголовье, строительство коровников, приобретение оборудования, производство молока и мяса. Тем временем на Малом базаре, расположенном на улице Кирова в Якутске, ужесточили меры контроля продажи местной продукции после того, как под видом местного деликатеса из языка продали и привозное мясо из Южной Америки. О том, какие это меры, подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Вся мясная продукция, которая реализуется здесь, отныне проходит тотальный контроль. Не только визуальный, но и документальный. Впрочем, это делалось и раньше, но меры ужесточились. Теперь, если мясо выглядит подозрительно, то его могут снять с продажи и направить на лабораторный анализ. Но мы сегодня с Малым базаром договор заключили, и мы будем ходить тут проверять, посмотреть, советовать. Если что-то... И у нас есть большая, хорошая лаборатория, которой нету в республике вообще вот такое. Они делаем мы глубокие анализы на фальсификацию и так далее. Помимо этого, руководство базара выставило на каждом ларьке информационные стенды, где с помощью любого смартфона можно получить полную информацию о приобретаемой продукции. Представлены вот такие информационные стенды на каждой палатке для того, чтобы наши потребители, горожане знали, кто является владельцем товара, кто является продавцом, их контактные данные, а также
те справки, как раз таки ветеринарные справки, они здесь уже представлены. Для этого необходимо направить камеру смартфона на действующий QR-код. Тогда на вашем телефоне появляется вся информация, где и когда забили животное, откуда и на чем его привезли. Напомним, вся реализуемая продукция на базаре имеет сертификат стандарта «Меркурий». При свободной реализации каждая продукция должна иметь ветеринарные сопроводительные документы. А подделать данный документ нереально и, тем не менее, невозможно. На каждое наименование продукции должна быть ветеринарный сопроводительный документ. Каждый покупатель имеет право у продавца потребовать ветеринарный сопроводительный документ. Впрочем, жители столицы доверие к улусным продавцам не потеряли. На базаре, несмотря на мороз, много покупателей. И не каждый спешит проверять товар. Выбираю по цвету. Чем краснее, тем лучше. Чем недавно был забой. И спрашиваю у продавцов все данные. Откуда, кто там, это хозяин. Ну, я не знаю, я по наитию, как говорится. Что попадет, то и беру. Хотя, конечно, молодняка же видно, что он как-то порозовее и так далее. А взрослое животное, у него мясо темнее. Простой человек сильно и не определить, но дело в том, что мы тоже держали животные, коров держали, поросят держали в свое время, поэтому вот, допустим, свежее мясо лежит, его видно, оно розовое, а которое пролежало в леднике, оно темнеет, оно как бы обветренное бывает. И вот сразу видно, он запашок такой неприятный. А вот это вот свежак берите, покупайте, кушайте на здоровье. Я всегда здесь покупаю. Если вы не разбираетесь в качестве мяса, то смело требуйте у продавцов документы. Можно в случае подозрительной покупки обратиться и к руководству базара. Что касается того продавца, который реализовал привозную продукцию под видом местной, то в его отношении сейчас ведется дело о мошенничестве. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Идем далее. Всероссийский правовой диктант продлится до 12 декабря в режиме онлайн на платформе юрдиктант.рф. Мероприятие проводят с целью повышения мотивации к изучению права и получения объективной информации об уровне правовой грамотности населения России. По итогам диктанта выработают предложения по улучшению образовательных программ. Диктант могут написать все желающие старше 14 лет. Участники отвечают на вопросы по знанию Конституции России, трудовому, гражданскому и семейному праву. Они получат сертификаты с указанным количеством набранных баллов. Декада зимней подписки стартовала в отделениях Почты России. Оформить подписку на газеты и журналы на первое полугодие следующего года можно с хорошей скидкой. Издательские дома вместе с почтой снизили цены до 30% на более чем 700 изданий. 23 из них региональные и 25 районные. Кроме того, в отделениях идет акция «Дерево добра». В ее рамках можно подарить подписку для издания детям из детских домов, школ-интернатов, пожилым людям и инвалидам из домов престарелых. Декада зимней подписки продлится до 16 декабря. В акции участвует более 700 изданий, как федеральных, так и республиканских. Мы считаем очень важным поддерживать институт подписки, предоставляя в том числе значительные скидки совместно с нашими партнерами, издателями республики. В целом в 2021 году было оформлено подписки более 107 тысяч изданий. При этом 80% из этого числа это подписка на местные издания, то есть республиканские и районные газеты и журналы. В Ленском районе стартовала декада инвалидов. Открыли ряд праздничных мероприятий онлайн-концертом. В нем приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители общества инвалидов, в том числе из сел. В канун декады организовали выставку мастериц, представили изысканные и колоритные украшения в национальном стиле бичинчинских мастериц, якутские костюмы и платья с элементами оберегов, картины, вязаные изделия. Помимо творческих мероприятий, в эти дни оказывают инвалидам и адресную материальную помощь. В Ленском районе в общество инвалидов входит почти 2500 человек с ограниченными возможностями здоровья, из них 150 детей. В рамках декады у нас, значит, проходит, мы 100 человек обслужили продуктовыми наборами. Это колясочники, лежачие. Проходит эта выставка. Будет у нас выступление
Здесь у нас задействованы, значит, поселок Бичинча. Они 2 выступления будут. Ну и у нас около 7 номеров. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех инвалидов. Как говорится, мы вместе сможем больше сделать. Волонтеры России отметили Международный день добровольцев. Праздник учрежден в 1985 году по предложению Генассамблеи ООН. Количество волонтеров в Якутии увеличивается с каждым годом. На сегодня их около 60 тысяч человек. Так, в республике реализуют множество социальных проектов, в том числе и по линии культуры. Ну а самый основной проект волонтерского библиотечного движения «Библиомобиль» успешно реализует с января этого года. Летом проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Продолжается реализация и других проектов. У нас есть одно такое классное направление, это, наверное, волонтеры наследия, в котором наша библиотека также участвует очень активно. На базе библиотеки проведены школы волонтеров наследия, это 2 года уже проходит. И наши сотрудники и волонтеры культуры в целом ежегодно выезжают на Сорно Малон-фест на реставрацию архитектурных памятников. Сотрудники учреждений культуры Алдана и Москвы обменялись опытом, современные подходы к управлению и организации работы учреждений культуры. Под таким названием в Алдане прошел семинар. С докладами выступили руководители культурных центров Москвы. Подробности далее. Являясь современным механизмом привлечения посетителей, в период пандемии автоматизация стала основным выходом в социокультурное пространство. Об автоматизации каналов коммуникации директор Московского культурного центра Марьина Роща Виталий Фединский рассказал сотрудникам учреждений культуры и педагогам на семинаре, посвященном подходам к управлению и организации работы. Это необходимость, потому что если мы не будем этим заниматься, то можно, в принципе, часть учреждений будет скоро прикрыть, потому что, например, там молодежь уже многие вещи не воспринимает в очном формате в принципе, поэтому надо двигаться в этом направлении. Уход от стандартов и привычных форм способствует привлечению целевой аудитории, убежден директор Центра Москворечья Александр Москалев. С алданскими специалистами он поделился практикой проведения мероприятий в нестандартных локациях. Достаточно большой опыт в этом вопросе у меня имеется, поскольку я уже давно руковожу учреждениями культурно-досугового типа. И мы приспособили для проведения мероприятий такие места, которые, казалось бы, обычно для этого не приспособлены. В первую очередь это крыши, это непосещаемые места, то есть, например, подвалы. Как создаются и реализуются проекты? Доклад директора Московского дома культуры Нагатина Михаила Головина был посвящен социокультурному проектированию. Мой доклад будет посвящен проектной деятельности, о том, как создавать социокультурные проекты, как делать так, чтобы они решали проблемы, которые есть у населения, есть у жителей Алданского района. Ну и хотелось бы поделиться своим опытом. Проведение семинара инициировали специалисты управления культуры Алданского района. Гости отметили, что они прибыли в Южную Якутию не только для того, чтобы прочесть доклады. В первую очередь целью семинара стал обмен опытом. Считаю очень полезным данный опыт, так как я сама только закончила высшее учебное заведение. Нас, естественно, учили, как делать проекты, какие есть различные формы мероприятий, инновации. Но мне бы хотелось более углубленно узнать. То есть как писать, что задействовать, какие появились новые формы мероприятий. Для моей работы это очень важно. Выступления спикеров были рассчитаны на целый день. Между тем, участники семинара отметили, что время промчалось незаметно. Темы оказались актуальными, а практики, о которых рассказывали гости, интересными и полезными. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.